Урачыстую церемонию распачаў старшыня следчага камітэта Рэспублікі Беларусь Іван Наскевіч. Пажаданні пленнай працы гучалі з вуснаў праваахоўнікаў, будаўнікоў, прадстаўнікоў гарадскіх улад, кіраўніцтва следчых в области. Хотелось бы выразить теплые слова благодарности в этих непростых условиях и исполнительной власти в лице Александра Николаевича, и тем людям, которые своим трудом восстановили, воссоздали вот это прекрасное здание. Ну и перед председателем Следственного комитета обещаю, что Немецкий районный отдел Следственного комитета однозначно повысит свою результативность, качество в части полноты, объективности и всесторонности расследования уголовных дел. Літаральна 3 месяцы тому были распачаты работы по реконструкции будынка для лунінецкіх следчых. Будаўнічыя работы по реконструкции будынка проводила лунінецкая операционная механизованная колонна НУР-19. Просторные кабинеты, актовая зала, наполненные новой меблей и абсталяваннем. Больше за 2 десятки супрацоўнікаў ведомства атрымалі уладкаваныя працоўныя месцы ў обноўленым будынку. Конечно, с 2012 года, когда мы пришли работать в Следственный комитет, условия нам были созданы для работы, но они немножко нас стесняли, потому что приходилось работать по 2-3 человека, а то и 4 человека в одном кабинете. Это для следователя очень тяжело. С переездом в новое здание условия труда значительно улучшились. Практически все следователи сейчас расположены в отдельных кабинетах, что немаловажно для нашей служебной деятельности. 6 гадоў таму рашэннем кіраўніка дзяржавы была сфарміравана структура следчага камітэта як асобна функцыянуючая сістэма краіны. 138 падраздзяленняў працуе ў ёй сёння. Каля сотні з іх мае ўласную базу для эффективной працы. Должен сказать, что вот те отделы, которые перебрались в свои собственные здания совершенно недавно, допустим, вот в Ганцевиче, летом этого года мы Ганцевичский отдел переселили. В прошлом году это Пинский городской отдел, межрайонный отдел. Это лучшие отделы в своей категории не только в области, но и в стране. Поэтому Следственным комитетом проводится целенаправленная плановая работа по улучшению материально-бытовых условий наших следователей. 2 аддзелы следчага камітэта в области яшчэ патрабуюць паляпшэння бытавых умоў. Гэта Жабінкаўскі районны аддзел следчага камітэту і Брэсцкі гарадскі аддзел. Марыя Кобец, Катерина Страха, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».